2014 год объявлен Россией годом культуры. Мы даем старт году кино и подводим итоги года литературы. 2017 год объявлен годом экологии. Каким будет следующий год? В последнем месяце уходящего 2017-го этим вопросом задается практически каждый житель страны. Придавать определенный статус наступающему Новому году в стране уже давно стало хорошей традицией. Каждый год глава государства задает темп всей стране развиваться в определенном направлении. Решена судьба и 2018-го. Об этом Владимир Путин сообщил на вручении премии «Доброволец России» перед 14 тысячами волонтеров со всех регионов. Убежден, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. Привет. Это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент уже подписал указ о годе добровольчества и волонтерства. Правительству поручено организовать комитет по его проведению и обеспечить разработку плана основных мероприятий. Год гражданской активности и добровольчества позволит провести системную работу по вовлечению населения в добровольческую деятельность, показать гражданам важность и непосредственную работу, которая проводится добровольцами и организациями разных форм собственности. Еще Антон Павлович Чехов писал, как много в России хороших людей. В целом по стране около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерские движения самых различных направлений. Вот, например, Владимир Галактионов из Качканара 17 лет назад организовал отряд скаутов. Дети записывают рассказы ветеранов войны на камеру, создают небольшие документальные фильмы и демонстрируют их в местном музее. По сути, маленькие добровольцы рассказывают о тех, кто показал героический порыв добровольцев в защите своего отечества. Я вспоминаю о том, что мой отец, Владимир Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушел на фронт. Что касается нашей республики, то помимо многочисленных благотворительных фондов, созданных усилиями волонтеров, к богоугодному делу вот уже несколько лет стало причастно практически все работающее население региона. Этому поспособствовало создание фонда «Солидарность» по инициативе главы Ингушетии. Мы с вами все вместе помогаем восстанавливать сгоревшее имущество или завершить строительство домов для малоимущих семей. Еще в такое короткое время мне поставили щитовой домик. Вот я даже когда я заявление писала, у меня даже не было надежды, что мне на самом деле помогут. А на ежегодной благотворительной ярмарке клуба добрых людей даже маленькие дети приобщаются к милосердию. Это я слепил для девочек, которые болеют. Добровольцы продают и покупают то, что сделано своими руками. И все это, чтобы отправить детей на лечение. Здесь никто не торгуется и сдачу забирать тоже не принято. Красиво, уютно, столько гостей, столько выпечек, там, сувениров, ну много чего. И все это для моих девочек, да, вот стараются, вот, чтобы мы поехали на реабилитацию. Мне очень приятно, я очень благодарна. Чтобы творить добро, не обязательно вступать в фонды или движения. Ахмед Падиев сам по себе. Предприниматель производит окна и двери и устанавливает их абсолютно бесплатно тем, кто экстренно нуждается в домашнем уюте. Порой помогает с ремонтом, мебелью и одеждой по возможности. Однажды Ахмед помог многодетной семье с 8 детьми, что грелись за счет одной газовой плиты. Теперь же в этом доме тепло удается сохранить, не задувает из окон и дверей. Любой человек должен работать, обеспечивать себя, помогать другим по мере своей возможности. Практика показывает, что придание статуса каждому году позволяет направленно развивать различные сферы, будь это культура, литература или экология. Получив сильный толчок, в каждой сфере начинает все плыть своим течением. К примеру, год культуры в 2014 году дал нашей республике международный кинофестиваль «Золотая башня». Он уже на протяжении 4 лет расширяет свои масштабы. Что касается года экологии, который завершится всего через несколько недель, он дал возможность
возможность обратить внимание всего населения на проблемы экологии. Страна будет подводить результаты на международной выставке «Экотех-2017». По предварительным итогам удалось вовлечь 500 миллиардов рублей в экологию, провести более 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, направленных на защиту экологии и формирование самосознания граждан. В Ингушетии реализовано около 80 мероприятий, приуроченных к году экологии. Кроме того, наша республика заняла первое место среди всех субъектов России, принимавших участие в акции «Вода России». Год добровольчества и волонтерства ожидается быть очень теплым и добрым. И кто знает, может, заразительное добро согреет весь мир и сделает его чуточку добрее. Залина Могушкова, Новости 24.